В Душанбе состоялась церемония открытия оперативного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации при Комитете по чрезвычайным ситуациям. Хочу сказать, что для Комитета по чрезвычайным ситуациям очень огромное событие. Этот день будет записан в истории Комитета по чрезвычайным ситуациям золотыми буквами. Единый номер службы спасения 111 создан для удобства вызова экстренных оперативных служб и станет аналогом известной в мире службы 911. Проект удалось реализовать при содействии Международной организации по миграции и финансовой поддержки посольства Японии. По словам главы Международной организации по миграции Зинала Гаджиева, идея создания центра возникла не случайно. Она явилась результатом стремления правительства Таджикистана совершенствовать систему реагирования на природные катаклизмы, поскольку стихийные бедствия не знают границ и часто напрямую затрагивают несколько стран. Необходимо развивать международное сотрудничество для обеспечения более эффективного противодействия стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Перед участниками данного проекта стояли три основные задачи. Реконструкция здания под оперативный центр, закупка и установка необходимых средств связи и другого оборудования. Основной задачей являлось построение такого центра и расширение, укрепление возможностей сотрудников Комитета по чрезвычайной ситуации в реагировании на природные катастрофы и стихийные бедствия. Прежде чем построить этот центр, нами была проведена определенная подготовительная работа, был изучен международный опыт в данной сфере. Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям и другие партнеры по проекту посетили ряд аналогичных центров в других странах, в частности в Казахстане, в Турции. Был проанализирован опыт работы других центров, в частности в Российской Федерации, в Беларуси. И с учетом этого опыта было осуществлено построение данного центра. Кроме того, было проанализировано законодательство Республики Таджикистан в области реагирования на чрезвычайные ситуации, разработан ряд рекомендаций. Сегодня мы являемся свидетелями открытия этого центра. Это не просто реконструкция помещения, но и его оснащение передовой IT-техникой, техникой связи и так далее. Но это, нужно сказать, что только первый шаг в этом направлении, поскольку сейчас предстоит провести также большую работу по повышению квалификации сотрудников данного центра, поскольку это явление новое. И мы планируем также проведение ряд тренингов в данной области. Кроме того, предполагается, что центр должен стать координирующим и управляющим органом в данной сфере. После завершения официальной части мероприятия желающие ознакомились с работой круглосуточной оперативной службы, на базе которой запущен единый номер службы спасения 111. Как на практике происходит взаимодействие главного штаба с региональным подразделением, было наглядно продемонстрировано в специальном зале, оборудованном по последнему слову техники. Здесь установлена локальная сеть всего здания, система аудио- и видеоконференции, а также спутниковый терминал. Вся сеть обеспечена как внутренней сетью, так и сетью интернет. Принцип работы системы, по словам специалистов, очень прост и похож на работу модема стандарта 3G. Сейчас мы продемонстрируем вам соединение с ходжинским терминалом.
и в онлайн-системе Online system, we will get connected with them, соединены с нашей конференцией. connected to the conference. Слева, Хаджин, вы нас слышите, Хаджин? Good morning. Do you Здравствуйте. hear us? Здравствуйте, уважаемый председатель, уважаемые участники и коллеги. Мы вас хорошо видим и слышим. Мы выражаем огромную благодарность правительству Японии, правительству Республики Таджикистан, Международной организации миграции по оказанию помощи и предоставлению современных средств коммуникации и связи. Теперь руководство нашего комитета имеет возможность с помощью предоставленных нам современных средств связи осуществлять руководство, вести прямой разговор, еще более оперативно решать основные задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Еще раз благодарим правительству Японии и желаем японскому народу скорейшего восстановления после тяжелых потрясений этого года и дальнейшего процветания Японии. Спасибо за внимание. В том, что вот сейчас можно со всем руководством всех областных штабов, руководство нашего комитета может здесь в этом зале собрать весь руководящий состав комитета, плюс в таком же режиме, реальном режиме времени вести видеоконференцию и с начальниками, и личным штабом штабов в областях одновременно, не требуя того, чтобы кто-то из них приехал для присутствия на каком-то совещании. Мы также можем получать по новейшему на сегодняшний день PDH, также получать и телефонные звонки. Дело в том, что при реализации этого проекта Международная организация миграции нам оказала большую помощь и отнеслась к нашим проблемам пониманием. Наряду с этим мы установили, значит, специальный номер для получения от населения республики, оперативный номер, который теперь принадлежит Комитету по чрезвычайным ситуациям 111. С любого телефона вы можете выйти на оперативного дежурного этого центра о помощи, о пожаре, о стихийном бедствии, допустим, вызове милиции. Значит, также можно будет обратиться по всем чрезвычайным ситуациям и техногенного, и природного характера. И я хочу также выразить большую признательность и благодарность руководству Международной организации миграции, в частности, господину Зейналу Гаджиеву, и менеджеру этого проекта, господину Каперовскому Александру Николаевичу, за ту помощь непосильную свою, которую они оказали нам в реализации этого проекта. Ведь благодаря этому проекту на сегодняшний день мы имеем такой прекрасный зал, операционный центр, который может в реальном режиме времени полностью предотвращать, реагировать, оперативно принимать решения в случае чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории Республики Таджикистан. Новые технологии позволят намного ускорить процесс принятия решения, сократить время на выяснение обстановки и организацию ликвидации чрезвычайных ситуаций в Республике Таджикистан.